Айшат Измайлова проживает по одной из самых оживленных в городе улице. При слабом освещении вечером выходить просто опасно, но, к счастью для местных жителей, недавно здесь установили яркие светодиодные лампы. Лампы حكاية تكون شو غلقن وقول ست إجاك بيسن شو تحول سيدي مسنا دعوة حول شو أودرني يبغى درياتش ده رياض خلص ما تكون غلق ده كان إسديس ده كان شو رياض تدخل ده أساسي بيادي شغل ده لا يختي يحدو خم يحكي أسيو دج ده غلقش بيسن شو بيادي خلق تاني ودوبنا ده دي حوالي حسي حوالي نيا تكاد بخبيج تتهم نيس موي بيادي الشيء حنس Заметить последние преобразования в городе можно только в вечернее время. Улица имени Ахмеда Хашагульгова, где, кстати, располагается центральный стадион, теперь освещается по-новому. В рамках первого этапа замены и установки ламп уличного освещения здесь заменили старые лампы накаливания на новые, более яркие и энергосберегающие. У нас огромное количество обращений от жителей города. Эти обращения поступали не только сейчас и не в прошлом году. Это регулярно поступает обращение, потому что машины ездят где-то на больших скоростях, дети ходят в школу, спортивные секции, на прогулки. В принципе, проводить прогулки как таковой возможности не было в ночное время из-за очень плохого уличного освещения у нас. И в том числе и для транспортных средств, и для людей, которые возвращаются с работы. Всего первый этап у нас охватил 4 улицы. Это улица Хашагульгова, улица Бембулата Богатырева, ранее она у нас называлась Калинина, улица Висаитова и улица Калимата. Это 4 улицы, которые мы полностью организовываем освещение. Светодиодные лампы потребляют 150 киловатт электроэнергии, когда старые требовали более 500 киловатт. При этом уровень освещения гораздо выше. Это 1500 люменов. Из средств муниципального бюджета готовится благоустроить еще 4 улицы. Далее у нас уже вторым этапом планируется, это к середине года, улица Асканова, улица Плиева, улица Энгельса, улица Менделеева. Ну и на конец года и так далее, и так далее. Как признаются местные жители, ранее из-за отсутствия освещения опасались отправлять детей в магазин. Пешеходных разметок не было видно. Здесь же случались и аварийные ситуации, которые то и дело создавал бродячий скот. Суша приобретает новые краски и за чертой города. Также благоустроили съезд с круговым движением рядом с аэропортом. Адам Мережков, Асаб Белакиев, Новости 24.